Перед спектаклем «Казанского тюза» у зрителей проверяют билеты и выдают радиогиды. Это нужно для комфортного просмотра, артисты говорят на татарском. Все стали бояться друг друга. Так удается сохранить и внимание зала, и динамику истории. В театре нет языковых барьеров. В этом актеры убеждались не раз, когда после спектакля к ним подходили зрители и благодарили за возможность выучить фразы на незнакомом языке. Прежде всего, это рахмат. Это спасибо. Спасибо. НК, мама. Вот, ватан, родина. Вот такие слова они запоминают и как-то передают своим детям, означают, что это очень такое поэтическое содержание. Спектакль «Сказки Хикмета» поставлен по произведениям турецкого автора Назыма Хикмета. В первой части актеры рассказывают историю 3 сыновей падишаха. Молодые люди отправляются искать лекарства для ослепшего после множества войн отца. Ты перестанешь быть слепым и увидишь ту ложь и обман, в котором ты живешь. Выбирайся, пока я не швырнул тебя палачам. Каждый спектакль, он интересен. Я даже не помню уже, сколько выходил по репетиции этот спектакль. Мы уже много выступали именно с этим спектаклем и в Питере, и в Арлекине, в Архангельске. То есть это такой наш, скажем, даже визитная карточка нашего театра. Такие выступления – часть программы «Большие гастроли». В Севастополе и других городах страны они проходят при поддержке Министерства культуры России. Это такой масштабный проект, он с 2014 года шествует по нашей стране. Там в этом проекте 6 направлений, там самые разные, и федеральные, и молодежные, и зарубежные, и межрегиональные, и даже для театров, которые не государственные, частные. Но все равно вот среди всего этого многообразия направлений в работе этого проекта приоритет отдается театрам, работающих для детей и молодежи. Гастроли «Казанского тюза» в Севастополе продлятся до 23 сентября. Актеры сыграют еще 3 спектакля в разных жанрах – мелодраму, новеллу и комедию. Ольга Чернецкая, Михаил Шурмель, Екатерина Малунова. Вести, Севастополь.